Немецкий автомобильный бренд Volkswagen защитил свой завод в Восточном Туркестане, где китайские власти заставляли турок-уйгуров работать принудительно. Немецким автопроизводителем является поддерживаемая китайским правительством компания SAIC Motor Corporation. Ранее утверждалось, что не было никаких признаков жестокого обращения с рабочими на заводе в городе Урумчи. Завод похож на любое другое совместное предприятие в Китае, сказал журналистам Ральф Бранштеттер, глава Volkswagen в Китае, после того, как в этом месяце высокопоставленный руководитель компании посетил предприятие в Урумчи. Наш партнер проявляет большой интерес и стремится обеспечить позитивную атмосферу и благоприятные условия работы, подчеркнул Бранштеттер. Продолжая свои контакты в Малайзии, базирующийся в Стамбуле Совет директоров Международного союза восточно-туркестанских НПО собрался вместе с различными партиями в парламенте Малайзии, чтобы еще больше укрепить предыдущую работу по созданию группы дружбы уйгуров. Делегация во главе с Амером Канатом, главным исполнительным директором Всемирного уйгурского конгресса, продолжает обсуждать в Малайзии важные темы относительно уйгуров. Продолжая стремиться уравновесить влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, японское правительство расширяет сотрудничество со странами Европы и Тихоокеанского региона, а также США. По данным агентства Nikkei Asia, правительство Токио согласилось с соглашениями о доступе к обороне, которые Япония подписала с Австралией в 2022 году и с Великобританией в этом году. Министр обороны Хамада Ясуказу заявил, что соглашения будут способствовать проведению совместных учений сил самообороны Японии и армии заинтересованных стран. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с российским коллегой Лавровым на полях саммита G20 в столице Индии Нью-Дели вызвала полемику в Вашингтоне. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Дели была лишь короткой, но Россия пыталась расширить эту встречу. Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект, требующий от директора национальной разведки делиться с общественностью разведывательной информацией о происхождении вируса COVID-19. Законопроект, представленный сенаторами-республиканцами Джошем Хоули и Майком Брауном, был принят единогласно. В законопроекте указывалось на веские основания полагать, что вспышка COVID-19 могла возникнуть в Уханьском институте вирусологии. Проект содержит призыв поделиться информацией о происхождении COVID-19 с общественностью.